Стоматологи утверждают, что большинство пациентов не спешит вовремя лечить заболевания ротовой полости. В итоге, к специалисту приходят уже в тех случаях, когда требуется сложное лечение. Одним из таких заболеваний является гангренозный пульпит. Рассмотрим, каковы симптомы этого недуга и как его лечить. Гангренозный пульпит – это заболевание, при котором ткани коронковой и корневой пульпы находятся в стадии хронического воспаления, разрушаются и отмирают. Данная болезнь считается одним из сложных видов хронического пульпита. Этот недуг развивается из-за того, что инфекция попадает в волокнистую соединительную ткань ротовой полости. Такой воспалительный процесс происходит вследствие несвоевременного и неправильного лечения пульпита либо травм зуба. В большинстве случаев гангренозный пульпит развивается в больших корневых зубах нижней челюсти вследствие того, что именно в них чаще всего образуется кариес. Болезнь может формироваться на протяжении длительного времени или же развиваться стремительно. Все зависит от защитных функций организма. Насколько сложный кариес и раздражена пульпа. Симптомы болезни легко распознать. При гангренозном пульпите коронковая часть зуба практически целиком испорчена. Ее цвет полностью меняется, становится темно-коричневым или черным. Человек ощущает ноющую боль. Изо рта появляется запах гнили. Также повышается термическая чувствительность зуба. Пациенту сложно употреблять горячую или слишком холодную еду и напитки. Боли усиливаются ночью, не дают нормально спать. Человек все время чувствует дискомфорт. Кроме боли и изменения цвета зуба, также возможно появление отеков на слизистой и увеличение лимфоузлов. Стоит отметить, что в некоторых случаях человек не чувствует болевых ощущений. Меняется только цвет зуба, в котором происходит воспалительный процесс. Поэтому, если вы обнаружили такие изменения в своей ротовой полости, как можно быстрее запишитесь на прием к грамотному стоматологу. После осмотра врач также назначит рентген, для того чтобы четко выяснить масштаб проблемы. Наиболее распространенный способ лечения данного недуга – метод витальной экстирпации, который предусматривает больше 10 этапов. Данная процедура проводится исключительно с применением анестезии. Стоматолог вынимает из поврежденного зуба всю пульпу, которая разрушается. Причем врач удаляет ткань полностью, ведь ничего уже нельзя сохранить. Затем в корневом канале специалист делает с помощью медикаментов обработку, которая уничтожает микробы, и после его пломбирует, а затем устанавливает временную пломбу. В следующий визит пациенту проводят дополнительные манипуляции с зубом и уже устанавливают постоянную пломбу либо же протезируют зуб искусственной коронкой. Таким образом, возобновляют его функциональность. В стоматологической практике бывают случаи, когда у пациента возникает аллергия на анестезию. В такой ситуации врач применяет метод витальной экстирпации, который предусматривает процесс некротизации пульпы. Во время данной процедуры специалист закладывает в больное место специальную пасту или же проводит технику электрохимического некроза, что предусматривает удаление тканей зуба за счет электрохимических процессов. В итоге всего за одно посещение можно вылечить больной зуб. Обратите внимание, что процесс лечения данного заболевания длительный и сложный, поэтому он будет дорогостоящим. Также некоторые пациенты предпочитают применять народные методы лечения пульпита, например, с помощью прополиса. Для этого необходимо взять кусочек прополиса небольшого размера, прикладывать к больному зубу и держать 15-20 минут. Также можно полоскать рот отварами из шалфея и ромашки. Акцентируем ваше внимание на том, что такие способы лишь могут временно снять более неприятные ощущения. Полностью избавиться от гангренозного пульпита можно лишь в случае квалифицированного лечения. Если вы хотите уберечься от данного недуга, то необходимо придерживаться правил профилактики. В частности, лечить зубы при малейших проблемах, не откладывая на потом визит к врачу.